Друзья, еду на рынок кое-что купить Софишке к школе. Ой, осторожно, поставила суп варить. Нет, Саня, чему? Я hazır зажарки, и сунь ящаться зажарки. Ящу. Давай так, дитя мое. Поставила мяско варить, хорошее, говядину. Вот. Сейчас оно сварится, я бульон всегда меняю. Ну, то есть процеживаю, или как правильно сказать, чтобы бульон был у меня чистый. Вот. Потому что как пену не собираешь, все равно она много остается. Варится она у меня с лавровым листом. Я обязательно процежу. Прям такой суп будет наваристый, хороший. Вот. Вот так вот. Я тарелку. Анжела на второе сварила гречку. И с подливой будет. А на первое суп просто спагетти, картошка. Да, с томатиком подливка. Вот. Мам. А. Ох, что, гором и отсюда. Она сгорит, ты знаешь. Ладно, я поехала на рынок. Пусть варится. Мам, поехали. Угу. Всем привет. Софишка сегодня была в школе. Ты же расскажи, Ляг. Софишка, друзья, сегодня была первый день в школе. У нас сегодня 14 сентября. Вы знаете, я не знаю, когда точно вы будете смотреть этот ролик. Там, Вообще-то 2 сентября. Блин, прости, 4-е. Простите, пожалуйста. 4-е. Софиш, ты пошла 1-го, это была пятница. 2-е, 3-е, выходные, суббота, воскресенье. Понедельник, сегодня 4 сентября. 2-го, 4-го. Ну только, Софиш, не кривляйся, стань ровненько, хорошо. И пришла со школы, и знаете, я не знаю, надолго нас хватит. Сразу ни руки мыть не хочет, ничего, за книжку. Взяла уже чуть уроки, представляете, первый же день. Я не знаю, опять-таки, говорю, надолго ли нас хватит, но хватит. Всем привет, скажи. Ну скажи, тебе нравится в школе? Да. Что сегодня делали в школе, расскажи. Все. Мы учили цифры до 10 И назад, да? и назад. И обратно, да? Угу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Учили еще, ну это... А когда говоришь, жвачку нужно достать со рта. Это очень некрасиво, жвачкой говорить. А еще там, ну, где республика какая-то, там еще. Какая-то республика. Москва там, Петербург, Города, да? Петербург, Санкт-Петербург, да? Петербург, как я там, Москва, Грозный. а там Чеченского нету, там еще один дом должен быть, русский. Дом. Ростов-на-Дону? Да, Ростов-на-Дону. Достань жвачку. А, как я не люблю жвачки. Ты ж ела, ты же... Когда-то да, сейчас я очень не люблю. Очень. Ага, ты любила так мятный. Хотела. Не хотела, да? То есть ты что, балуешься сегодня? Ну, вот ты в школу пошла и уже Ма, перестанешь. пошли. Но учительница хвалила, говорила, что хорошо себя ведет, слушается. Все запоминает. Вообще на уроке не разговаривает, тихо слушает, да? Сегодня было 3 урока, да? Сложных вообще не было. Не было? Это я не знаю. Начнем с этого. Вот мешочек, простой мешочек, 200 рублей он стоит. Это для сменной обуви. Только в нем, в простом пакете нельзя, говорят, носить. Новое правило. Только в специальной сумке. Вот такой мешочек на резинке здесь. Это для сменки. Дальше это желтая папка, там для тетради, для такого всего. Значит, вот эти вот рабочие тетради, это как, типа как, ну не книги, а вот прописи, да. Здесь рабочие тетради. Ну вот как, считай, как книги они готовые. Вот
рабочие тетради. Их вот по математике рабочая тетрадь, 2 части. Вот 2 части. Обязательно у нас нужно, чтобы с вот этим знаком было. Не 1 знак, а 2 вместе. Обязательно эти условия. Вот математика уже 2 части. 1-я, 2-я часть. Окружающий мир. У нас же такой есть. Зай, у меня же такой есть в рюкзаке. Да, Аббат, покажи. Папа? Угу. Есть у тебя Аббат? Есть. Покажи, значит. Ты привет, Аббат? Окружающий мир. Ты привет, Аббат? Это математика. Окружающий мир. Вот 1-я часть, 2-я часть. Тоже как 2 книги, считай. Ну, вот эти вот тетради, или как они называются. Азбука. Это азбука. Чеченский язык нужен. Чеченский? Да. А у меня только 3. Дальше прописи. Вот 1-я часть, пропись 2-я часть. Вот. Вот такие прописи. Сказали обязательно. Все скинули в группу нам. Всё, что- книги. Пока, подожди, пока убери их. Пока сюда поклади. Прописи. 3-я, 4 части. Ой, мама родная. Вот 1-я, 2-я, 3-я, 4-я. Прописи 4 части у нас. Зачем тебе? Мне не надо. Зачем ты купила? Так, 4. Ну, как написали, так и купила. Вот прописи. Дальше. Это вот для чеченского языка. 1 класс. Тоже 2 части. Вот тетрадь номер 1, тетрадь номер 2. Вот. Аббат на Лерина Белхан, тетрадь номер 1. Будем учить все чеченские теперь. Вот. Виситин, Йоза, Хаздо. Виситин, почерк красивый обозначает. Моз, мерза, дара. Мед был вкусный. Вы тоже будете учить. Султанца, синтер, диар. Султан принес, ну, росток вот это, деревце, которое садим мы. Езирас хидера. Езира принесла воды. Так что, кто хотел У нас в научиться... садике Езира есть. В школе. Есть? Это очень хорошо. В садике есть. Болос, болх, бира. Болос поработал, сделал работу. В общем, вот такие вот для чеченского. Это 1-я часть, вот 2-я. Бераш, тейто, гула, деулира. Дети пришли через мост. Это мост. Через него перелезли, перешли. Ну, такой перевод. Пережесли. Адама, коч и тира. Адам купил рубашку. А платье? Быстрый дерз наду. Бараны толстые, жирные. В общем, вот такие вот. Вейн Машар без нам нужен мир. Тхогал, Дахара, мы поехали в город. В общем, по чеченскому тоже 2 тетради. Дальше по упаковке взяла вот таких тетрадей, потому что они все равно понадобятся. Это упаковка тетрадь. Именно такие, не какие-то простые, а вот именно такие сказали. В клетку. Вот клетку вот такие вот. И 12 листов в косую линию тоже. Вот и то взяла по упаковке. Далее купили пластилин. Мама, ты уже показывала. Нет, еще не показывала. Бумага, картон. Вот такая бумага, картон. Пенал. Ручки, простые карандаши, терочки. Все такое. Стерочки вот такие. Стерочки. Стерочки, да. Альбом для рисования. Кто это, Софиш? Хаги-ваги, кисимиси и тик-ток. Кто? Хаги-ваги, кисимиси и тик-ток. Угу. Какой-то халивали. Киси-миси. Ну, в общем, она как видео, это альбом, только этот хочу, это
ТикТок, это круто, я вообще не знаю, что это, если честно сказать. Я не говорила, что... Так, дальше, вот такие вот, это на книжки, на что-то, эти обложки. Ну, разных обложек здесь вот тоже, обложки разные, вот, накупила на все. Вот такие вот обложки. Дальше цветные карандаши. Да, Софишка? Цветные карандаши. Доски для лепки. Тоже сказали принести. Для пластилина, для лепки. Вот такая вот линеечка. Это здесь Софишки. Баночка для принадлежностей. Дальше У Лили здесь. такая же есть. У кого? У Лили такого же цвета. Простые карандаши, ручка. Вот такая. Ручка. Я не могу. Ножницы. Стерочка на колесах. Видите? Это не стёжка, это пина. Ой, точилка. Забор, точилка. Это 2 ручки я себе купила. Посылки, когда заполняем, нужны вот эти штучки тоже для посылок. Очень хорошая вещь. Потом ценники для обзора. Во время обзора будут ценники. И карандашом вот таким. Чтобы по 100 раз не повторять, будут написаны. Ну, в общем, вот так вот, девочки. В общем, это все у меня вышло, я не помню, или 70 рублей не хватало, или 60 на 5000. 5000. Да. Вот так вот все дорого. Это не считая всего этого обуви. У Альки такой же есть. Угу. Формы, рубашки, обувь. Ужас, сколько нужно денег. Вот такие вот дела. Теперь завтра, сейчас нужно все это обработать. Что на завтра? Завтра у вас чеченская. Ну-ка, принеси-ка сюда книги теперь. Книги принеси. Где? Ну да, я посмотрю, есть там чеченская или нет. Что я не помню, что я не видела. Или, может, видела. Так, математика. Первая часть. Азбука. Так, это Здесь русская еще есть азбука. еще одна. Окружающий мир, Мир. часть 1. Азбука, это часть 2. Русский язык. Математика, часть 2. Литературное чтение. Это тоже литературное чтение, да. Смотришь, нету чеченского. Чеченской книги почему-то нет. Может, забыли выдать, я не знаю. Нужно спросить у учительницы. Окружающий мир, 2 части. Тут все это есть. Мам, теперь эти все нужно открыть и положить именно сюда. Окружающий мир, 2 части. Азбука, 2 части. Математика. 2 части. Математика, видишь, мы купили тетради к ним рабочие. Тетради. Дай-ка мне посмотреть. Так, понятно. В общем, вот такие вот дела, девочки. Все поскладываем сейчас. Сама она будет подписывать. Просто сказала принести. Все это завтра она сама подпишет. Ну, ручки все такое в пенал положим. И вот дела. Всем доброго времени суток. Всех приветствую. Ассаламу алейкум, Дидика Хилма серии. Всех приветствую вас на своем канале. Софишка тоже приветствует. Друзья, у нас сегодня обзор, и на многие товар будут действовать огромные скидки. Реально, все цены я буду называть в эфире. Все постараюсь рассказать.
Бывают моменты какие, когда я забываю просто, но не потому, что специально не хочу сказать, нет. Поэтому начнем сегодня обзор вот с такого вот покрывала на кровать. Это покрывало идет у нас двухстороннее. Там 3 расцветки. Вот такая вот расцветка, еще будет другая, покажу, и чисто зеленая. Они пришли еще, но я завтра должна за ними поехать, за этими расцветками. Они чисто зеленые. И с одной стороны, и с другой стороны. Вот они евроразмера. Вот это. Они, кстати, есть еще и полуторки, девочки. А вот это у нас идет двухсторонняя. Я вам сейчас покажу. Девчат, постель вся, постель. Если это семейка, семейка стоит 3 500. Если это евроразмер стоит 2 500. Если это полуторка, либо детский комплект, он стоит 2000. Любой, разницы нет. Вот смотрите. К примеру, вот такой вот набор, да, Сакура. Это евроразмер идет. Здесь стеганое одеяло в наборе, просто не 2 наволочки. Вот такой комплект на двухспальную кровать, на вот такую, и на двухспалку, и на евро они подходят. Такой комплект будет стоить 2 500. В общем, по ходу буду все показывать, рассказывать, все это вы увидите. Но хотела такое сделать небольшое вступление. Все, поехали. Вот такое вот покрывало шикарное, девчат. Обратите внимание, оно идет двухстороннее. То есть его вы застилаете, да, как вот утром кровать вы застилаете, да, и в тот же момент не можно укрываться. Здесь вот такая материя, как вот спальные комплекты есть, вот у нас вот эти вот, как их, ну вот пододеяльник, простынь, 2 наволочки, да, любой спальный комплект. Вот такая материя здесь. То есть он идет, и также его можно застилать с этой стороны тоже вот так. То есть он идет двухсторонний, девочки. Цена у него 2 800. Вот это вот такое покрывало двухстороннее. Оно стоит у нас 2 800, девочки. Посмотрите, вот такая вот красивая расцветка. И также, девочки, вот такой вот тоже красивый. Такие вот богатые розы. Тоже он идет вот он, двухсторонний. Обратите внимание. Очень красивый такой плед. И также они есть, девчат, еще в зеленом цвете. Мягкий, теплый вообще. Сейчас налито. Не налито, на осень самая классная вещь. Не надо ни пододеяльник одевать, ничего. Заправил, ним же и укрылся. Очень такая плед покрывала. Очень удобная вещь. Девочки, вот такой вот шикарный комплект. Он идет с 2 наволочками. Наволочки 50 на 70. Он тоже идет, вот такие лебеди нарисованы. Тоже идет двухсторонний, обратите внимание. Покрывало с наволочками. Вот так вот. Цена 3 500. В комплекте все вместе. А 2 800 стоит, если просто отдельно плед, он стоит 2 800. 3 500 идет с 2 наволочками. Очень хорошая наволочка, девчат. Я просто на подушке сверху их так положила, чтобы каждый раз не одевать. Очень хорошие такие 2 наволочки. 50 на 70 размеры. Вот такая вот красота. Лампу чуть ближе нельзя поставить? Красиво. Очень. А сейчас покажу вам. Вот. Смотрите. 2 на 2 30. Покрывало и 50 на 70 наволочки. Вот такой цвет в реале. Друзья, вот такой вот насыщенный, красивый фиолетовый цвет и корона. 2 на 2 30. Это просто идет покрывало без наволочек. Все равно цвет родной вот так вот передает, видите? А когда близко, он какой-то такой другой становится. На самом деле он такой нежно-фиолетовый. Вот. Нежно-фиолетовый красивый цвет. Короны идут. То же самое
идет двухсторонний. То есть можно укрываться ним. Укрылся, поспал, застелил. Легко стирается в стиральной машине. Ни катышек, ничего. Нитки не висят, ничего с ним не происходит. 2800, девчат. Друзья, вот такой вот, видите, синий цвет. Вот он, вот его реальный цвет. Вот буковка В. Просто идет 2 на 2,30 покрывало, двухстороннее. Здесь без наволочек. Цена у него 2800, двухсторонний. Плед, одеяло, то есть не можно и застилать кровать, и также укрываться. Вот. Вот реальный цвет. Цвет плохо просто падает. И не так хорошо видно. Ну, как бы такой синий-бирюзовый, знаете. И вот здесь вот двухсторонний. Вот такая вот красота идет. Шикарный пошив. Посмотрите. Ни катышек после стирки. Ничего с ним не случается. Пользуемся много лет. У меня у самой только вот такой. Видите, я сверху стелю. Делаю обзор. У меня с 2 наволочками вот такой комплект. Ну, у меня просто под цвет мебели, кровати я вот сделала. Вот такой вот светлый. Очень хорошее качество. Очень. Не обращайте внимания на творческий беспорядок. Это все снимать нужно сегодня, поэтому работаем. Девчат, ну у нас свет вообще, видите, даже мигает. Дождь идет сильный, прям слабый свет вообще. Нежно-голубой цвет, сердечки. Черное сердечко. Ловы Family, да, Анжел? Голубая моя. Голубой, а, царь? Нет, светло. Там бирюзовый. Висан, он говорит, цвет какой кажется тебе? Голубой, Да, Висан, да, горят голубой цвет, Висан? А? Пять? Мне кажется, что это нежно-голубой, не знаю. Вот голубой. Ну, такой нежно-бирюзовый, значит? Бирюза моя, царь тоже. Такой цвет, не знаю. Светло-зеленый, Ну, точно уж не зеленый, наверное. Зеленый, все. Голубой. Тоже идет комплект, девчат. Вот с одеялом. Посмотрите, какой классный пошив. Вот так вот одеяло идет. Смотрите, какая готовая подушечка. Анжел, кинь сюда подушечку мне одну. Вот реально. Да тут даже реального не видно. Свет настолько слабый сегодня. Дождь идет и вообще не знаю, почему слабый цвет. Ну вот такой вот. Сюда встану, здесь вроде бы лучше бывает. Вот его цвет реальный, девчат. Хорошие капитальные подушечки. По краям вот так вот обшито. С оборочкой. Прям хорошие, знаете, вот спать на них очень удобно будет и хорошо. Ну, также они идут с одеялами. Вот. Вот у них идут разные расцветки, девчат. Разные бывают расцветки. Ой, на этот обзор настраиваюсь я неделю. И после обзора я неделю не могу себя прийти. И я, и все мы. Джо, что означает Лова Family? Семья. Семья, это понятно. Люблю семью или как это? Ага, английский. Девчат, вот так кажется лучше, да, видно? Свет выключили, просто лампу включили. Вот так вот идет с одеялом. Смотрите, как красиво. Также можно и заправить. Видите, вот так совсем другой цвет, да, как бы кажется грязный такой. А вот его настоящий цвет. Вот он. Вот так красиво смотрится. Пошив легенький. Реально, Анжел, хорошее качество. Заметила? Отделка легкая, не накрыться вообще классно. Накрыться или укрыться правильно. Тут у нас любителей правильного русского языка очень много. Красиво, девочки, очень красиво смотрится. Вот сюда отходишь назад, уже не такой красивый цвет. Когда близко подходишь, вот его реальный цвет этого комплекта. Красота. Здесь такие бантички идут.
Мгм. Готовое одеяло, готовые подушки. 4500 цена полностью. Цвет Тиффани. О, Как? цвет Тиффани. Тиффани? Пожал? Готовый. Жиликин, ага. Ну да, это этот цвет. Цвет Тиффани. Все, чтобы вы знали. И мы знали. Нам большое благодарю. Девочки, вот такая вот шикарная постель. А ну-ка, если светло, ты чмох или Анжел? Обычный. Мама, Ой, убирай это все, убираем. Я занимаюсь, не стоит мне здесь мешать. Девчат, какое качество хорошее. Машалла, красота. Красотушечная просто. Просто красота красотушечная. Очень красивая постель, девочки. Это евро размер. Она стоит 2500. Софиш, дохлал? Значит, что сюда входит? 2 наволочки 50 на 70. Одеяло стеганое и простынь. Девчат, и простынь. Одеяло как бы с двух сторон одинаково. Бывает, что с одной стороны одна расцветка, с другой стороны другая. Здесь, значит, одинаковая расцветка. Очень красивая постель. Смотрите, необычная. Какие-то ягодки, да? Райские яблочки. Все, постель у нас, мы дали ей название. Эта постель называется «Райские яблочки». Если кто будет заказывать, то, пожалуйста, знайте. Райские яблочки? Райские яблочки. Всем привет. Рай? Ты балуешься, да? Нет, читай. Что там нет, если да? Вот такая красота, девчат. Как красиво. Это что-то просто. Просто это что-то. Одеяло. Да вообще качество пошить, девчат. Супер. Просто супер. Стиральная стираешь, ничего с ней. Абсолютно ничего не происходит. Ни катышек не бывает, ни цвет не пропадает. Просто ее нужно, как я люблю говорить, на самой маленькой стирке. Там 17, 16, 18 минут. И либо с гранулами, либо с ополаскивателем, особенно АБЦ, либо Антабакс, а особенно Антабакс. Это будет вообще чудо чудное просто. Сейчас быстро вот эти покажу. Я-то их сегодня ролики, не знаю, буду показывать. Вот эти вот постель тоже. Но это здесь, видите, другая постель. Я ее обязательно вам покажу. Вот, Кандилес. У нее очень хорошее качество, девчата. Кандиес, что я уже выдумываю? Кандиес всегда была, она и есть. Ну, уже крышеет, извиняюсь. Вот у нее разные цвета, девчат. Она шикарная. Она шикарная постель. Сумка очень красивая. Подарочная сумка идет, девчата. И она просто шикардос. Смотрите, какая. Здесь золотые вышивки на ней. Есть. Постель просто класс. Вот просто класс. 100% хлопок, видите? Шикарная постель, девочки. И очень хорошая, красивая, если вот на подарок, сумочка, да и вообще для себя любимых. Такая вот красота. О, девчат, какая красивая постель, скажите. Прям Но вообще. еще коричневая. Коричневая, да? Ну, хорошо. Знаешь, такого, Ты же принеси людям, покажи, как ты из пластилина сделала. Мы же покажем. Какая красота. Здесь там-то темно. Сюда неси. Девчат, какой красивый. Все новиночки. Ну, кое-что есть из того, что уже и было. Но в основном все идет новинки, девчат. Какая красота, машалла. Какая красивая постель. Посмотрите. Будь здорова, Анжела. Друзья, посмотрите. Посмотрите, что происходит. Это вот снеговик был, но что-то он упал. Поставь его, он что-то упал. Снеговик, он что-то прилег. Видимо, устал. Посмотрите, какой снеговик. Вот у него нос, морковь. чеченский. Чеченский, да? Так, А может, это черная? ну да.
А это вот корзина. В корзине кролик красный сидит и вишни. Не, вишня там такая большая. А, большая вишня, да? Я думаю, это кролик с ушками. Почему-то подумала, что это кролик. Не, да? А, это от вишни такие, да, вот эти? Мгм. Ну, росточки или как называется, уже не знаю. Так, это вот пляж, тут водичка синяя. А там что, желтый песок, а на песке что происходит? Люди лежат? Да. Вот видите, синее это море, вот оно волнуется. Рядом желтенькое это пляж, песочек, а это люди лежат. Есть и худые, и толстые, какие там женщины есть, разные, как они говорят, мальчики разведенные, тоже еще какие. Еще есть намоченные люди. Намоченные. А это что красное? Это зонт был, да, красный на ножке? Он просто упал. Ветер дул, наверное, да? И он, возможно, ну да. А вот это, друзья, чтобы вы понимали, это облака. Видите, по палочке идут облака. Дитё хотела показать, что над всем этим, ну, небо, облака, ну как показать, что они вверху? Это ж не рисовать, это ж лепка. Поэтому, чтобы вы понимали, это вот, видите, маленькие кусочки, это все периодически облака. Вы же понимаете, да? Ляг, а вот это что такое в уголку, что такое разноцветное, вот эти два, вот это вот, что вот это? Вот это? Да, объясни нам, пожалуйста. Это такой круглый колобок. А, колобок, разноцветный. А скажи, пожалуйста, а как получилось так, что разноцветный? Сначала подумала, как будто на стерочку похоже. Как получилось так, что прям видны какие-то разные такие цвета? Как ты это сделала? Как получилось? Вот так сделала как пицца их. Вот так разрешила по разным цветам, вот так разложила. Смотри, вот это уже пицца. Еще одну кружочек, еще, потом кружочек, где, а потом вырезаешь. То ты умница, получается. Это как будто девочка из китайцев, только у нее желтое платье. Девочка из Китая, видите, в желтом платье с такой прической, понятно? Это вам Это не просто ветер у так. нее. Это ветер унес прическу. А это, наверное, мухомор. Где мухомор? А, да, здесь вот гриб мухомор, видите, вот на ножке стоит, на белой ножке красной, это гриб мухомор. Это не гриб. А что, вот это гриб. Это не гриб. Не, вот, это же гриб? Да, это гриб. Ну, а что ты? А это что? Где? Это- Он ходец, ты слепила. Все, дохло, дай мне обзор закончить. В общем, девчат, вот такая вот красивая постель. Качество пошива идеальнейшее. Ничего не случится с ней. Много лет будете пользоваться, а абсолютно ничего не произойдет. Шикарная, красивая постель. Цена ее, девочки, 2500. Все. Девчонки, теперь вот такая вот постель. Луи Виттон. Посмотрите, у нас есть постель, которая полностью вот такая, как здесь внутри. Видите? Есть полностью чисто такая постель. А есть чисто вот, видите, с двух сторон разный вид. Вот такие наволочки 2,50 на 70 и вот такое вот одеялко. Смотрите, какая красота. По 2500 они, девчат. 2500 стоит такой комплект. Вот. Машаллах, какой красивый. Луи Виттон, эти девочки. Очень хороший. После стирки вообще классно. Еще мягче становится. Мягенький. Ну, когда-то у нас этот базар закончится. В новый дом переедем. И будут комнаты свободные для товара. Все, в каждой комнате будет все отдельно. В одной постель, в другой там полотенце, это там посуда, чтобы было платьишко все будут на вешалках висеть, иншалла. Будет много свободного места. Друзья, вот такая красота. Красотушечная, видите? Таких у нас еще тоже не было. Обратите внимание, внизу полностью. Можете и с этой, сможете заправлять вообще кровать. Вот именно с обратной стороны, как будто покрывало. А с этой стороны укрываться. Или наоборот, да, чтобы не вымазывать. Ну, как хотите. В принципе, если выможется, постирать там 15 минут, этого будет достаточно.
Шикарная постель, красота. Вообще, девчат, просто не описать словами. Наволочки с двух сторон одинаковые, да? Угу. А здесь вот такой вот вариант. Вот, видите? Вот такой вариант. Ну же окна можешь позакрывать. Софичка только искупалась, в ванной пришла. Это прям очень хорошее качество. Прям очень. Очень, очень, очень. Хорошо. Прошито. Анжелка, ну давай-ка, как было. Зробы. Да, девочки, очень красиво. Это тоже, как видите, евроразмер. Они подходят и к двух спалкам. И евроразмер абсолютно подходит. Все нормально. Без проблем. Друзья, ну это моя вечная любовь. Это классика. Это всегда белый цвет. Я ему не изменяю. Это мой любимый цвет. Всегда есть и будет. Я обожаю все белое. Мне как-то приятнее на душе от него, когда все белое. Я вот в новом доме хочу, чтобы у меня было все белое. В том плане, что полотенца чисто белые только. Халаты банные чисто белые. Постель тоже чисто белая. Я этим всем, тапочки чистенькие. Я этим всем просто болею. Это просто однотонный белый комплект красивый. Ничего здесь лишнего нет. Две наволочки. Одеялка с двух сторон белая. Вот такая вот красота, девчата. И здесь еще какой-то рисунок есть. Видите, переливается. То ли цветочки, что-то вот такие вот рисуночки. Как бы он блестит. Видите? О, цветочки какие-то. Видите, как красиво смотрится эта постель. А я пойму этого человека, кто его закажет. Эти постели. Я с этим человеком на одной волне. Получится. Вы его простернете, высушите этот комплект, и будет вообще класс. Смотрите, девочки, вот так вот с блеском. Выглядит красиво. Размеры есть разные. Смотрите, на резиночках он, то есть на матрас одевается. Качество, девчат, шикарное. Шикарное. Я вам серьезно говорю, я сама таким пользуюсь. Вот. Размеры, как я и сказала, есть разные. Есть 90 на 200, есть 160 на 200, есть 180 на 200, 200 на 200. Данный комплект у нас идет 180 на 200. Это то, что подходит к моей кровати. Если у кого побольше кровати, тогда им нужно заказывать побольше. Девчат, я хотела показать вам еще подушки для бяжий пух. Они есть и 50 на 50, и 70 на 70, и 50 на 70 тоже есть они. Шикарное качество. Вот смотрите. Просто отлично. В полосочку не идут. У них качество, девчат, реально говорю, очень-очень хорошее. Одной рукой не смогу открыть. Но я думаю, и так видно хорошо. Вот. Смотрите, какая красивая подушка. Хорошее очень качество. Очень-очень-очень. Они такие же, есть и 50 на 70, и 70 на 70. Чтоб вы имели в виду, девочки. Друзья, вот такая вот, машалла, какой красивый. Прям такой, знаете, ну все цвета. И мне кажется, каждый раз, когда открываю, что-то вообще, все, это очень красиво. Потом опять смотрю, опять что-то красиво. Видите, здесь внизу зеленый цвет. А вот такой вот красивый цветочек сверху. Фиолетовенький, зеленые лепесточки. Простынь тоже белая. Одеяло можете использовать с какой хотите стороны. Как вам будет это удобно. Девчат, комплекты, вот поверьте мне, пожалуйста. Очень хорошее качество, девчат. Очень хорошее качество. Просто без слов. Реально шикарное качество. Будете пользоваться и меня вспоминать. Мягенькие, девчат. Красота просто красотушечная. И самое главное, что после стирки никаких ниток, там, чтобы висели нитки.
или там что-то катышки пошли, что-то случилось. Абсолютно ничего, девчат, абсолютно. Просто идеально, вот просто. Смотрите, какая красивая постель. Две наволочки идут 50 на 70. И, кстати, девчат, у нас на вот эти комплекты у нас разные расцветки. У нас, помните, были ходовые розовые в белое сердечко и зеленые белое сердечко. Тоже эти расцветки. Потом вот это вот цветок сирень тоже такие есть. Я имею в виду, которые идут с подушкой. Обратите внимание, которые идут с подушками, с двумя. Вот эти, например, у нас идут с наволочками, да? А с подушками тоже разные расцветки. В Телеграм я все скину, фотки. Очень много их. Всего не покажешь, друзья. Очень много. Всего показать просто, ну, невозможно. Вот такая вот красота. Девочки, вот такая Гуччи постель. Она вся в такой расцветке. И с одной стороны, и с другой стороны. Вот. Красота, красотушечная. Тоже, знаете, это... Это Гуччи? Это Гуччи. Гуччи вообще-то длинная. Ой, это ничего, что Это пять. у Луи Виттон? Это Гуччи, видишь? Гуччи вот написано. Гуччи. Это фишка. Хайда шуа халила, хайда гавезен деде вохудел. Мамин писуду гадой. Толстушечка. Гуччи. Девочка мамина. Вот видишь, написано Гуччи, вот. Вот? Вот написано. И вот написано. Держи, Гуччи, 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 Тоже Гуччи, евро да? размер, как я говорила, и к семейке подходит, и... Ой, и на евро кровати, на двухспалку тоже подходит. А у нас какая кровать? Девчат, вот такая вот Шанель, классная. Смотрите, какая красота. Уже свеч да не теперь. Смотрите, друзья, как будто прям аж переливается, видите, кажется. С двух сторон она одинаковая, девочки. И с этой стороны, и с этой. Единственное, когда приходит к вам постель, сразу ее либо с гранулами, либо с ополаскивателем. Любым, какой у вас есть, но желательно, конечно, что-то либо такое турецкое, либо АБЦ, либо бинго, либо желательно вот эти вот гранулы. А вообще это Антабакс. Я сейчас только ним пользуюсь. Это мое мнение, я никому не навязываю. Но это просто какая-то сила. Очень красивая постель. И она будет тогда мягенькая-мягенькая, когда вы постираете. У нас завал, тут не обращайте внимания. Ну, как-то так. Девочки, вот такая вот красота. Смотрите. Вот такой цвет, да, Анжел? Голубой. На нем вот такие букетики цветочков. Снизу и сверху одна и та же расцветка. Абсолютно. Такая вот простынь. Шикарный, красивый, богатый такой набор. Знаете, комплект. Не может он оставить людей равнодушным, потому что он такой, знаете, прям, ну, прям такой красивенький. Приятный очень. Машалла, очень красивый. Это тоже евро размер, также подходит к второй. Девочки, такой же почти цвет, есть сакура. Постель у нас точно так же. Все уже открывать не будем, потому что уже очень поздно у нас. Сегодня много поработали, реально. И в бабушкиной комнате съемка была, и в этой. В общем, много чего показали, много работы, устали очень сильно. Но вот здесь тоже две наволочки, простынь и одеяло стеганое. Это вот евро, двушка размер. Вот так вот в сумочке оно выглядит, эта постель. Смотрите. Девочки, вот такой вот шикарный Луи Виттон комплект. Смотрите, он как раз таки идет двухсторонний.
Все один в один бывает, как на фото. Совершенно один в один. Просто здесь, видите, с этой стороны вот простынь однотонная и одеяло. С одной стороны однотонная, а с другой стороны вот такой вот рисунок Луи Виттон. Эти с обеих сторон одинаковые наволочки. Вот такая вот красота. Машалла, очень красиво. Очень. Классно смотрится, правда? Девочки, вот такая постель тоже шикарная. Тоже красивая расцветка. Она тоже с обоих сторон одинаковая. Вот как и на фото. Красиво очень пошив. Вообще идеальный. Идеальный пошив. Нигде ни нитки не висят. Вообще шикарное качество. Сегодня тоже женщины отписывались. Те, кто писали, кто получили посылки. Очень благодарили. Вообще, говорят, киса постель, огонь. Просто класс. Будем теперь всем и внукам, и детям заказывать. Вообще супер-супер класс. Я очень рада, девчат. Я очень рада. Я рада, что люди рады. Когда люди радуются, благодарят, это, знаете, этот труд огромный, который мы проделываем, на самом деле работает вся семья над этим делом. Вся семья. Это оценивается. И когда люди произносят добрые слова, бывает очень-очень приятно. Красивая постелька. Цена у нее 2500. Девочки, вот такая вот Армани в бордовом цвете. Тоже шикарная, красивая постель очень. Джорди Армани. Здесь тоже одинаковая, да? Ну, в смысле, с одной и с другой стороны одинаково. Угу, тоже красиво. Одеяло можно использовать как и покрывало. Застелил, да, и пожалуйста. Стирка также при 18 минутах. Прохладной водичечкой. Искал смеяться, говорит, чтобы я рассказала историю, кто изготовлял их родителей, всю династию, чтобы рассказала. Но я ж стараюсь, люди, что они ж, Исхан, не ж далеко, я ж хочу им как можно больше донести информации. Исхан говорит, кто производители, их не родители, всех расскажи. Да, хорошее стеганое одеяло, отличное качество. Девочки, обратите внимание, в тот раз у нас была такая же постель Луи Виттон, но коричневая вот так вот полностью простынь, и такие же были наволочки. Теперь уже немножко другой вариант. Видите, наволочки до половины, вот это уже новый вариант. Вот, а одеяло с двух сторон, да, Анжел? С одной стороны вот такое вот полностью. Не, вам надо рисовать с другой стороны красивая расцветка. С другой стороны. Ищет Анжел. Ханиску захали еще. Или наоборот, ям вверх или еще дала гмадац. Ищет. Видите, с девочкой здесь чуть ближе туда надо подтянуть. Угу. Смотрите, девочки, с этой стороны полностью вот такая вот расцветка. Полностью. А здесь вот такая. Дети смеются, что я прям все подробно рассказываю. Не, можно вот так вот, да, например, такой вариант. А застелить кровать, как будто покрывало, да, с этой стороны полностью. И, пожалуйста. Хороший, отличный вариант. Хорошая постель, красивая очень. Очень. Девочка, вот такая вот постель знаменитая. Луи Виттон тоже почему-то всем она очень сильно нравится. Именно эта постель, не знаю почему, много другой красивой, но эта постель что-то такая прям сильно ходовая, скажем так. Это тоже евроразмер. И вот такое вот одеяло. Стеганое одеяло уже готовое. Вот.
Застелил вот так вот полностью. И можно подумать, что это покрывало даже. О. На подушке утром тоже можно закрыть. И, пожалуйста, с двух сторон здесь одинаковая. Стеганая. Даже, знаете, после стирки оно еще мягче становится. Абсолютно ничего не происходит. Ни катышки, ни это. Не становится там одна сторона вот такая, другая вот такая. Все как есть. Даже мягче становится. Не нужно никаких сюда порошков. Либо гель, жидкий порошок, либо ополаскиватель. Все. Больше совершенно здесь ничего не нужно. Вот такая вот чудесная постель. Девочки, вот такая постель красивая. Раньше она у нас была, это сакура называется. Такая вот красота. Знаете, вообще такой бирюзовый цвет. Красивый. Такие цветочки нежно-розовые, светло-розовые, темно-розовые. Очень красивая постель. Это евро. Размеры евро я вам говорила. Так, покажи-ка нам, Анжела, одеяло. Ой, еще сколько нам показывать. Еще, ой-ой-ой, сколько. Софиш, сделай тише. Вот такое вот одеяло. Ну, с одной и с другой стороны одинаковая расцветка. Очень хорошее качество. Видите, прям капитальное качество. Вообще катышек не бывает после стирки. Абсолютно ничего не происходит, девочки, после стирки. Совершенно очень хорошо сохраняет свое качество. Вот. Красивая постель. Очень такая, знаете, приятная очень. Девочки, ну вот такой еще Луи Виттон. Тоже отличная постель, красивая. Она тоже с обеих сторон одинаково. Вот ее реальный цвет. Вот такой вот. Очень-очень красивая постель, конечно. Не маркая такая и такая стильная, красивая. Посмотрите. Очень красиво смотрится. Ну, просто мы сверху ее постелили. А так, если все нормально застелить на кровать, убрать наше белье из-под низу, то будет вообще капитально. Красота красотушечная. Также две наволочки 50×70, простыня 2×2,40 и одеяло 2×2,30. Вот такое вот хорошее качество. Хорошая постель, вообще отличная. Отличная. Девочки, начинаем вот с вот такой постели. Вот. Вот такая вот шикарная постель. Красивая. Подними, пожалуйста, сумочку одну, чтобы я показала, как это смотрится. Просто мы открыли. Да. Вот так вот это смотрится. Смотрите. Вот. Вот так это в сумке. Все упаковано. Значит, здесь одеяло. Что здесь присутствует? Простыня и наволочки. Чтобы вам было понятно. Расцветки разные. Вот так вот выглядит эта сумочка. Подарочный вариант. Отличная вещь. На замочке. Прям такая, знаете, отличная. Шикарнейшее качество, девочки. Посмотрите, здесь, значит, идет вот такая вот простынь. Мы будем накидывать на подушки, девочки, потому что, ну, это много времени занимает. Каждую снимать, одевать. Просто на подушки будем сверху класть. Вот так вот, хорошо? Вот такие вот идут две наволочки. И сейчас покажем вам одеяло сверху. Просто без одеяла я решила показать. Девочки, теперь вот такой вот в голубом цвете. Очень такой нежный голубой цвет. Приятный такой цвет морской волны. Или как его правильно назвать. Очень красиво смотрится. Такой вид прям, знаете, в светлой комнате. Вот здесь вот не подходит у меня ни этот ковролин, ни вообще. Но сама постель, вот или на кровати она будет смотреться очень хорошо. Просто здесь палас и обои в этой комнате не подходят. Кому-то из вас, конечно же, подойдет. Это просто вот простынь, как выглядит. Наволочки. Сейчас покажем одеяло, чтобы вам было понятно. Вот так выглядит, девочка. Вы не обращайте внимания, что оно так выглядит как бы помятое. Это потому что в упаковке. Когда простернете его,
высушите хорошо, ровненько, да, оно все будет очень хорошо смотреться. Только ни в коем случае не в горячей воде. Вот этих стирок не надо. Чисто на 18 минут. И все. Такая вот красота. Но качество, девочки, такое нежное и теплое, знаете, легенькое такое. Ну, вообще, я не знаю. А также можно использовать, да, Анжел, как покрывало. Застелить, ну-ка, подойди. А вот так вот, да, цвет. Анжел, положи вот так. Застелите, как покрывало. Если там куда-то спешите, раз, да, 2 в одном, как покрывало. Включи свет так, Анжел, так плохо видно. Все равно со светом лучше. Да, со светом лучше. Анжел, закрыть нетика. Я имею в виду, когда спешите, раз, да, заправили. Здесь, конечно, можно подвернуть вот так вот. Это просто я хочу показать, чтобы вы увидели, как вот длина у нее и вот обязательно окантовка золотая, чтобы вы это увидели обязательно. А так, как покрывало, застелили, все, как будто это плед, закрыто покрывалом. То есть без проблем, абсолютно. Легли спать, все открыли, все готово. О, пожалуйста. Отличный, отличный вариант, отличный, девчонка. Ой, обзор у нас большой-большой предстоит. Все доставать, показывать. Сюда мы сразу складываем. Уже это то, что показали. Сразу же тут и складываем на месте. Вот его упаковка. И такие вот размеры. Ну, то есть, вот так вот. Девочки, вот такая что? Любители черной. Любитель черной постели это уже есть, я знаю. Мне часто просят привезти именно черную постель. Анжел, я видео записываю. Тебе там что за радость привалила? Анжела тоже детство вспомнила. Давай, Анжела, неси-ка нам одеялко. Одеяло, Анжел. Черное. Так, 5 штук уже показали, на место сложили. Это вот черная, девочки. Как выглядит черная постель. Цвет настроения черный, черный. Тоже с блеском. Они все идут с блеском все равно. Блеск у них такой прям. А как шелковый, да? Да. Но здесь же вот, ты видишь, почитай качество. Написано. Красивая вся постель, такая необычная, прям, знаете, качество очень хорошее. Слава, да неси. Это пойдет на живот. Так надо делать. Сейчас. Матата, ты матет. Софийский зайчик спит, байцкает. Толстуска, толстуска. Жиробасик, жиробасик. Вот. Сюда идешь, вообще другой цвет становится, светлый, да? А на самом деле сюда подходишь, уже другой цвет, видите? Свет просто очень красивый такой, знаете, насыщенный цвет, прям такой голубой. Качество, девчонки, какое хорошее качество, посмотрите. Просто идеальное. Постирать на 18 минут, высохнет 5 секунд вообще. Не надо никаких там горячей воды, какой-то стирки. Ополаскиватель, оно будет еще лучше будет цвет и мягче станет. Вот, с лаской станет еще мягче. И вообще такой уютный, легенький, знаете. Вообще. Я просто... вот. %100 хлопок. Отличное качество, девчонки. Отличное.
Просто всем советую приобрести эту постель на подарок. Да и вообще на... Где его сумочка, Жал? Хотела показать. А вот лежит она. На этих. Угу. Прям вот так вот, да. Вот как он выглядит. И на подарок отличная вещь. Красивая сумка, очень красивая. И также, если там вдруг кто хочет купить там для гостей, например. Гости приехали, попользовались. Убрать также, сложить на место, положить. Очень удобно в хранении. Закрывается. Ну, вообще, отличная вещь. Замочек вот такой хороший. Посмотрите. Девочки, вот так можно застелить, как покрывало, да? Я здесь специально бортики опустила, чтобы вы видели, ну, как в конце постели, золотой каймой, чтобы вы это увидели. А так она, конечно, ее можно и там заправить. Вот такая вот постель красивая. Жал, теперь подкати нам, чтобы мы видели. Можно так застелить, можно раз, где подушечки. Вот так вот. Вот, пожалуйста. Шикарное качество, девочки. Легкое такое, знаете, такое вообще идеальное просто качество. Такое приятное, мягенькое, легенькое и теплое. Очень вот нужно пододеяльники одевать. Вот так вот бортики выглядят. Если это двухспальная кровать, то есть это вот, допустим, у меня евро, да? Просто здесь бортики подвернуть и все. Там проблем нет. Они идут и к двухспалкам, и к евро размер. Вот этот. Вот сюда я отхожу. Видите, сюда больше подхожу. Здесь уже вот реальный цвет виден, да? А вот сюда идешь как будто с блеском, да, вот. Ну, то есть вы понимаете. Тоже стирка, то же самое, как и я всегда прошу. 18 минут в прохладной водичке. Никаких кипятков не нужно. Просто она помятая была. Она когда вы простернете первый раз, оно все аккуратно высохнет. Это все будет смотреться очень красиво. А, девочки, теперь вот такая вот постель. Как цвет идет, как бы мокрый асфальт. Посмотрите, мы не одеваем, девочки, потому что много времени уходит. Наволочки идут 50 на 70. Это вот как менцо постель, да, вот только здесь идет с одеялом. Там вот просто пододеяльник, простынь, наволочки. А здесь вот именно цвет идет мокрый асфальт. Вот. И вот такие вот, это серый такой цвет, знаете, нейтральный. А где его? Вот смотрите, как это выглядит на упаковке. Вот такой цвет. Вот что здесь присутствует. Обратите внимание. Вот. Вот такая вот готовая постель. Девочки, вот такое вот одеяло. Смотрите, какое прекрасное качество. Вот такая вот красивая расцветка. Не нужно сюда одевать пододеяльники. Здесь все уже готово. Это просто супер класс, девчонки. Просто супер класс. Посмотрите, какое хорошее постельное. Посмотрите, какая красота, девочки. Очень хорошее качество. Очень хорошее. Нет, мне переведите, я сделаю перевод. Почтовые руки. Анжела отправляет чеки. В общем, вот такая вот красота, девчонки. Вот, как и на картинке. Все так же. Просто не всегда камера передает прям цвет такой. Вот сюда поближе подхожу, более насыщенный. Сюда отхожу, чуть-чуть другой цвет. Ярко, такой красивый, насыщенный цвет. Вот как на фото, вот такой вот цвет. Очень красивый. Девочки, это вот такой, знаете, цвет, как бы вот серебро, знаете. Такой блестящий цвет, как не мокрый асфальт, а сухой асфальт, но только серебром блестит. Вот такой блеск стоит красивый. Очень красиво смотрится. Постель такая, знаете, прям классная. Просто очень хорошее качество. Очень, девчонки. Давайте, где там одеяло? Джо. Ой, как красиво блестит вообще. Машалла, очень красивый. Угу.
Хорошо, оно как будто два в одном. Не как будто, а и так и используют. Раз, если хочешь, застелил, как будто покрывало сверху. Когда наволочка идет, конечно, будет другой вид. Просто, ну, долго это очень. Возня это каждый раз снимать, одевать. Это вообще до завтрашнего утра время займет. Очень много уходит времени все это упаковать. Все это на место. Так же положить, как мы его достали. Красиво очень. Очень красиво. Такой вид. Я специально вот оставляю, чтобы вы могли видеть, насколько большое одеяло. Уютное. Девочки, посмотрите, какая постель красивая. Это уже у нас началась фирма Борис. Вот, смотрите, как на картинке, точно один в один. Вот полностью данные об этой постели. Потому что часто спрашивают девочки, сколько, какой там у меня, сколько одеяла, сантиметров, сколько простыня и так далее. Поэтому сразу показываю, чтобы было понятно. Очень красивая постель. Борис у нас такая впервые. У нас, конечно, Борис бывает часто постель, но вот именно такой расцветки у нас впервые. Очень красивая постель, девочки. Лепесточки, знаете, такие красивые. Вот. %100 хлопок идет. Да, Анжела, положи одеяло, пожалуйста. Девочки, посмотрите, какая красота, машалла. Как смотрится эта постель в этой спальне. На этой кровати вообще. У нас Анжела строго говорила о том, что в спальне будет две разные кровати. Ну, то есть, одна Софишкина, другая ее. Вот, а теперь нет. Анжела говорит, мам, вот что-то, ей нравится очень эта мебель, очень. Она говорит, мам, что-то подобное продается, но только чтобы спинка была, может, бежевого цвета такого, знаете, цвета такого светло-коричневого что-то, да. Вот хочу такой, без шифонера. Просто вот так две тумбочки по краям и трильяж зеркала. Вот так сделай, давай сделай мне комнату без шифонера. Я говорю, пожалуйста. Уж больно нравится ей вот так вот вид на двухспальной кровати, когда постель красивая. Это вот только просто не постелили. Сейчас наволочки. Все это мы вам покажем. Смотрите, девочки. Ой, машалла, девочки. Вот это какая красивая постель вообще. Посмотрите, какая красота. Вообще очень. Я сейчас покажу фото. Вот такой желтый насыщенный цвет и размеры данной постели. Борис. Евроразмер. Красота красотушечная. Просто в прямом смысле этого слова. Так, Анжел, неси одеялко. Вот так вот одеяло. Насыщенный желтый цвет. Красивый. Девочки. Одеяло двухстороннее. Можно и с одной стороны, можно и с другой. Ой, какое качество. Какое хорошее качество. Я знаю, что выбирать. Тут не поспорить. Я всегда стараюсь выбрать все самое красивое и самого лучшего качества. Смотрите, какая красота, девочки. Просто на видео не так хорошо видно вот этот насыщенный желтый цвет, потому что у нас уже, ну, у нас же почти утро, и при дневном свете был бы, конечно, цвет еще красивее. Но я вот вам показывала на фото, девочки, вот его настоящий цвет. Вот здесь вот видно хорошо, как выглядит эта постель. Правильно здесь было. С той стороны. Сейчас покажу. Смотрю, на рисунке есть, а здесь нет. Думаю, что это? Просто не той стороной, да, сделали.
Все, теперь я поняла. Наволочки 50 на 70. Ну, в общем, вот такая вот красота. На улице у нас уже, можно сказать, почти рассвет и идет сильный дождь. Девочки, посмотрите, какая нежная, красивая эта постель. Розовая. Тоже фирма Борис. Точно вот такой вид у меня. Обратите внимание на размеры. Двухстороннее одеяло, девочка, идет. Наволочки 2,50 на 70. Нежный такой цвет, красивый. Смотрите. Качество, девчата, реально говорю. Каждый раз, когда каждый набор открываю, хоть у него у каждого качество одинаковое, но все равно хочется сказать доброе слово, потому что действительно очень хорошее качество. Расцветка такая красивая. Нежно такой розовый цвет. Цветочки вообще. Красиво очень смотрится. За окном, слышите, дождь идет. Красивая постель, конечно же. Девочки, ну вот так вот выглядит постель уже с одеялом. Вот это одуванчики такие прекрасные, смотрите. Я правда вначале подумала, что камушки приклеены. Вот постель лежала, издалека так показалось. Ну, очень, очень красивая постель. Вот так вот она выглядит. Вот такая вот красота. Кстати, девочки, мебель у нас такая тоже продается. Мы Анжеле тоже в комнату будем такой брать, только спинка будет другого цвета. Ну и себе что-то наподобие будет. Очень практичная, удобная. Раз протер тряпочкой. И пол хорошо помыть. Не закрытая тумбочка, как вот у нас до пола. Ножки очень хорошо. Протереть полы. Вот такая мебель мы отправляем по всей России, даже за пределы. Вот поэтому, ну вот так вот. Девочки, еще раз, пожалуйста, услышьте меня. Я прошу вас, услышьте меня. У меня возврат товара нет, я не принимаю. Далее, возврат денег тоже нету. Взяли? Взяли. Когда вы покупаете вещь, вы спрашиваете у меня цены, я вам их озвучиваю. Вы соглашаетесь, и мы оформляем заказ. Потом, вдруг, через неделю, или на следующий день, или через полчаса, если вы мне пишете, Киса, вот я купила, а у вас там, а уже смотрю на второй день, а у вас там было что-то дешевле. А почему вы меня? Это в этом плане просто, пожалуйста, меня послушайте. Девочки, у меня поставщики разные. И цены у них разные. Бывает один товар, а с ним разница 500 или 1000 рублей. Ну, это крупный товар. Вот, например, постель, верблюды, постель, да, вот морда. Я продаю его за 5500. Другой лебяжий пух у меня, ну, там, конечно же, там намного лучше качество. Хотя и та неплохая. Лебяжий пух у меня 9500, такой, какой я сама пользуюсь. А с верблюдами я продаю за 5500. Это не секрет, вы многие у меня его покупаете. Я когда приехала на базу закупать очередной раз, мне продавец оптом сказал: Киса, а ты почем продаешь у себя, если не секрет? Я говорю, да не секрет, я озвучиваю цену 5500. Валлахи, говорит, ваша женщина, говорит, на рынок заехал Гудермес, 9500, это точно верблюжий, говорит, 9500 они продают у вас. Чуть оценку, что не делаю? Я говорю, мне хватает этого, альхамдулилла, мне хватает, зато идет хороший оборот. Вот. Поэтому цены у всех разные, я не загибаю цены. Но бывает и тут же, смотрите, я у него, допустим, беру, к примеру, эту постель за 4500, да, к примеру я говорю. А я еду на другой рынок, вообще в другую сторону. А там эта постель дороже.
вот там что-то дешевле на той точке, а эта постель дороже, а мне срочно нужно человеку отправить. Именно сегодня мне приходится закупать серию этой постели по той цене. Конечно же, у себя потом я ставлю дороже. Точно так же особенно касается костюмы, платья. Поставщиков вообще море. Я говорю, как это так, говорю, одной говорю. Наида, говорю, я вот у одной, говорю, у Олеси беру это же товар, говорю, допустим, за цену, за такую, за 2000, а у вас 2700, говорю. Это наши цены. Хотите, берите, хотите, не берите. Но человек у тебя уже заказал, у Олеси этой продукции нет, и тебе приходится это брать. Ты почти там уже ничего не получаешь с этого, но ты, человек, уже оплатил именно это. И ты сказал ему, что он у тебя есть наличие, оно закончилось, и тебе приходится покупать. Поэтому контролировать меня и мой телеграм совершенно не нужно. Это мой товар, я могу хоть бесплатно его раздать на следующий день. Это мое личное дело, совершенно. И цены меня, и поставщики разные, и цены у всех разные. От того, что я сегодня кому-то продала за 4500, а завтра этот товар купила дешевле, и, естественно, я пустила дешевле. Меня в этом контролировать не нужно, пожалуйста. Не нужно, я не дура. Я прекрасно знаю, что я выкладываю в Телеграм, и прекрасно знаю, что у меня бывают скидки, что у нас бывают такие моменты, когда мы объявляем на какой-то вещи определенные скидки. Мне не надо учить в этом плане, не надо мне напоминать и советовать. Я прекрасно владею всей ситуацией и знаю, что я делаю. Хорошо? Вы на момент того, когда я огласила цены, согласились на эту цену? Согласились. Вы оплатили товар? Оплатили. Завтра, если этот товар пустила дешевле, мне писать не нужно. А почему мне за столько? Значит, так надо было. Значит, так получилось на тот момент. Значит, я где-то нашла товар дешевле. И это нужно понимать, что поставщики разные. Мы по одной вещи не берем. Мне никто не продаст эту постель одну по оптовой цене. Ты не оптовичка. Да, зачем? Мы в розницу прекрасно продадим. Вот если ты оптом берешь, тогда, пожалуйста, тогда тебе хорошая цена. Если ты оптовичка. А по одной постели, по две, по три ты не оптовичка. У нас и обычные люди в розницу берут. Так они отвечают. Поэтому мы берем, если это серия, то от 10 такой расцветки. Если это серия другой расцветки, то от 10. От 10 штук это считается опт. А в другой день я поехала к другим оптовикам, а смотрю, а у них дороже. А у меня уже заказы именно на эти одуванчики поступили. 5-6 заказов. И что я? Я говорю, да, а вот там, да, нас не волнует, что там. У нас такая цена. Хотите, берите, хотите, нет. Вот и все. Поэтому я очень прошу. Я очень прошу. Девочки, ну вот так вот это смотрится с пододеяльником. Мы с Анжелой неправильно положили. Пододеяльник был другой, должен был быть другой стороной. Наверху. Да, мы неправильно положили. Извините, вот эта сторона должна была быть наверху. Но мы уже из этой серии последний обзор, вот это постельная последняя у нас, уже мы, если честно, подустали. Реально вам говорю, уже 1,5 суток мы единственно уходили попить чай, и все, девочки. Работаем всей семьей. Висхан туда и сюда бегает. Отец плитку кладет в доме, ему помогает, и нам помогает, готовый товар относит здесь. В общем, без Висхана нам было бы вообще гораздо тяжелее, конечно. Анжела хоть успевает приготовить, покушать и так далее. Софишкины дела тоже есть. То помыть, то обмыть, то переодеть. То подружки пришли, то им кушать что-то сообразить. Ну, в общем, вот так вот бурно течет наша жизнь. Ну, это хорошо, что... Главное, что живы и здоровы. Все остальное это ерунда. Я порой говорю на эмоциях. Я прошу вас, вы на меня не обижайтесь, друзья. Вы всегда знаете, что я искренне хочу отправить все самое лучшее и сделать это хорошо, насколько это возможно. Но в жизни бывает все, бывает всякий момент. Вот у нас был этот случай с женщиной. Через транспортную компанию я отправила товар, я вам рассказывала. А получилось так, что у парней кто-то умер. У нас похорон в Чечне неделю. Ну, нету их на работе целую неделю. Ну, получилось так, да? Нет, давайте, едьте, высылайте. У меня человек уже все. Я ж не могу этого сказать. Надо ж как-то входить в положение людей. В общем, из этой серии это последняя постель. Ох, сделан, проведен огромный труд, но это того стоило. Хотя бы вы теперь видите, все хорошо. Девочки, вот такая вот постель. Тоже очень красивая. Сейчас покажу вам, как это выглядит. Лилии, по-моему, да? А я в пруду для лилии.
Красивая постель такая, знаете. Все равно свет падает, но на улице дождь идет. Темно, без света вообще съемка некрасивая. Давайте одеяло, где там? Девчонки, ну вот так вот смотрится. Уже с одеялом. Вот такая вот красота. Точно один в один, как на картинке. Не всегда свет правильно падает, но на фото все показано один в один. Вот смотрите, точно как на фото. Идеальное качество, 100% хлопок. Опять-таки, опять и снова ни катышек, не колется, не вызывает аллергию. Вот есть у людей, у которых проблемная кожа. Это я, да. Поэтому я этих людей прекрасно понимаю. Что они не выдумывают, а это правда такое есть. Ну, вот такая вот красота. Девчат, реально уже нет сил. Честно, у нас уже, наверное, 1:03 ночи. Можно я покажу вам сумочки уже, что остались тут несколько? Уже у меня просто, у нас просто уже нет сил. Это адская работа. Это я после этого дня 3 буду сюда приходить. Каждую постель вот так раскрыть, расстелить, аккуратно упаковать, вынести. Каждую постель. Какой же это просто, знаете, это морально, физически очень тяжело. Я не могу, как другие, вот, потыкать сумкой перед экраном. Мне не получается. Я должна раскрыться полностью. Я должна показать людям, потому что люди не могут подойти вот так, пощупать, посмотреть. Да. Я стараюсь это все донести. Не знаю, чуть ли не каждую ниточку показать вам, пощупать, чтобы вы увидели. Рассказать, как ней пользоваться, что не надо ее на час, на 2 стирать, потому что раз в неделю простянули на 18, на 16 минут, и все. Я стараюсь, всю информацию, насколько это вообще возможно. Но уже, правда, девчат, нет сил за сегодня, честное слово. Это у нас уже 2-й день съемок идет. Днем мы занимаемся своими делами, вечером у нас начинаются съемки. И до ночи. А то вчера вообще так и до утра. Вот. Сейчас у нас график изменился. Софичка пошла в школу, встает рано. Нам тоже нужно вставать рано. У них, например, в понедельник у них линейка. А в 8 утра она уже должна быть в школе. Она должна, конечно же, встать, почистить зубы, умыться, позавтракать обязательно. Это всем подъем. Но так-то в обычный день у нас в 8:30 начинаются занятия. Лишь бы в 8:30 она там была. А так, но все равно для нас сложно, потому что мы любители поспать. Мы вставали в 10, в 11, потому что мы поздно очень ложимся спать. С этими делами пока заканчиваем, поздно ложимся спать. То теперь мы, конечно, немножко изменили. Ложимся раньше, потому что никак невозможно. Это просто целый день башка разваливается. Вот такой Армани чат. Я вам показываю. Вот видите, вот, да? Вот как на фото, точно. Так же и здесь вот. Точно вот так же. Вы видите, да, какой рисунок красивый. Вот так вот она смотрится. Вот это вот постель. Девочки, вот такой вот комплект. Сердечки вот такие вот красивые. Он однотонный, с одной и с другой стороны. Одна расцветочка идет. Такая вот простынь. Вот такой вот комплектик. Для молодой пары. Хорошо, да? Да, для себя любимой, для каждой. Смотрите, какая красота. Встал утром, застелил и покрывал одеяло не надо. Вот так вот и отлично будет. Постирал раз в неделю, сполоснул там с ополаскивателем и до свидания. Отличный вариант во всем. Смотрите. Друзья, ну теперь пошли полуторки. Это для деток, для взрослых тоже у нас есть полуторки. Разные расцветки. Вот такое тут корабли, море и так далее. Звезда. Оригинал бренд. Оригинальный бренд. Вот это 1,5. Значит, идет вот такая вот простынь. Наволочка 1,50 на 70 и 1,5 одеяльца. Вот такой для мальчика комплект. Красивый. 2000, девочки, цена 2000. Да, хочется, по-моему.
Это что, русалка, что ли? А, да, за мячик взялась. Не узнаешь, не узнавал. Дети, Софишка не так балуются, как эти сегодня. Как они у меня сегодня балуются, эти старшие. Ой, это что-то. Да, это что-то такое, футбол, я не знаю, тут происходит, видите? Вот. Вот, пожалуйста. Анжела, я говорю, София не балуется, как вы. Вот он взялся за мяч, футболист, и сейчас даст мячом. Это для любителей. Есть же детки, мальчишки, которые любят футбол. Где там мамы, папы, бабушки, дедушки. Смотрите, порадуйте своих деток. Вот рукой держит за мяч. Это на любителя есть такие. Ну, можно и просто пользоваться, но вот есть детки, которые вот именно любят вот это вот. Футболики. Да, красивая, необычная постель. Расцветка красивая. Да, Анжелик? Девочки, и вот очередной показ, тоже полуторка, детский комплект. Это что, тачки? Вот это я знаю, да. Кстати, 95-й, Чеченская республика. 95-й регион, Чечня. Ну, он... я думала, он... Я посмотрела коричневый, думаю, он с той стороны весь такой. Не-не, это неправда. Он, видите, какой. Красивая машина. Пожалуйста, ваши детки и внуки будут вам благодарны. Будут рады. Какая хорошая постель. Не нужно ни пододеяльники одевать, ничего. Застелила и готово. Вот такая вот красота. Машинки разные. Ты фоткал, Анжел? Угу. Остался у нас последний комплектик. Ну, на сегодня. Там будет видно. Друзья, вот такая вот постель. Не знаю. Кто знает, как она называется, тот знает. Я знаю, что Софишка очень любит это. Вот это вот. Что это за мультик? Но она знает, что она очень любила. Какая постель красивая. Фиолетовые такие цвета разные. Анжел, Эсхан, как он название говорит, что это за мультик был? Какой? А вот этот, Мультик, яйца, пони. пони, лякин, хасхетары. Мультик яцерис. Я мультик ведь, а? Ну откуда это пони? Это не из мультика. А откуда? Ну, Вообще ни из чего, просто пони. просто пони. Ну обычно же каких-то мультиков из чего-то берется это. Да, лиса, юрица, я не знаю. Лиса, да. Пони. Ну пони, да, я вот хотела сказать. Помню, что что-то такое связано с лошадкой. Вот такая вот полторашечка красивая. Также есть, девочки. Не знаю, мы сегодня успеем или нет. Анна, Эльза, вот это. Холодное сердце. Вот, кукла Лол. Вот это все тоже есть в наличии для девочек. Какой красивый цвет, правда?